خزاخيت بيسم بالبيح ترخطة خيد العينادي ورتخ بحكم سنوسور ساعة حكمي ديخر ديردو وديخر سوخوش ديردو Ровно в 10 утра начался процесс принятия обращений. Сегодня он особенно массовый и масштабный. Ежегодно, 1 декабря, в день рождения партии, жители всех 85 регионов страны могут обратиться со своими вопросами и проблемами к единороссам. Мы уже готовы, и, соответственно, мы постараемся сегодняшний этот праздник, этот день отметить таким образом, чтобы наши граждане остались довольны сегодняшней работой партии «Единой России» на территории Чеченской Республики. Граждане могут обратиться в региональные, местные, передвижные и даже онлайн-приемные «Единой России». Возможность решить вопрос есть и у жителей горных сел, которые могут связаться по скайпу. Здесь же, в главном офисе, можно наблюдать, как проходит прием в районах. Мы находились на условиях, что Большинство обращений социального характера. В основном это проблемы с жильем и необходимость получения квалифицированной медицинской помощи и вопросы предоставления коммунальных льгот. В целом такая же картина по всей стране. Жители регионов обращались в общественные приемные по вопросам уплаты за капитальный ремонт многоквартирных домов. Единороссам удалось исключить из списка должников социально незащищенных граждан. Партия обращалась ко мне с просьбой предусмотреть для нуждающихся частичную компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт. Мы эту тему подробно обсуждали на встрече с участием «Единой России» и соответствующих руководителей правительства. Представители общественных организаций также были. Я принял решение. Инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то есть на 50%. На прием кто-то смог записаться заранее. В основном граждане на месте проходят регистрацию. То или иное обращение фиксируется, и если не требует дополнительного рассмотрения, тут же решается. Глава региона, как член Высшего совета партии, всегда лично контролирует процесс, чтобы жители могли получить максимально положительный ответ. Партия «Единая Россия», у истоков которой стоял первый президент Чеченской Республики, герой России Амдажи Кадыров Далге Штольцен, внесла весомый вклад в восстановление мира и законности в Чеченской Республике. Сегодня по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, который является сам единороссом, партия «Единая Россия» принимает самое пристальное и активное участие во всех значимых мероприятиях в социальной сфере, в экономической сфере, в промышленности и так далее, и так далее. А по поручению руководителя парламентской фракции «Единой России» Даудова Магомеда Ходжахмедовича мы сегодня, депутаты парламента во всех районах, проводим прием граждан. Эффективность, конечно, она эффективна, когда конкретно работают с глаза на глаз, как говорится, живым человеком. Более слышны и слышатся те проблемы, которые сегодня пока есть у жителей нашей республики. 1 декабря «Единая Россия» справляет 14 лет своей партийной деятельности. Уже не первый год свой день рождения они отмечают с избирателями, для которых в этот день открыты все приемные и даже дополнительные площадки для встреч. Амина Газеева, Муслим Типаев. Новости.